жемчужина. Так говорят о чем-то красивом и дорогом, редком и особенном. А как сказать, если таких жемчужин уже россыпь? В Татарстане именно так и происходит. Сейчас в республике переплелись старина и настоящее, красивое и особенное, ценное и общепризнанное мировое. Это памятники истории и архитектуры, которые бережно сохранены усилиями энтузиастов и подвижников. И входят сейчас в число самых ценных объектов мирового культурного наследия. Благодаря таким людям, как вы, происходит взаимообогащение культур народов нашей страны. Президент сказал, что сила России в ее многонациональности. Дополню, что в этом и величие нашей культуры. За проект по идентификации Волжского историко-археологического комплекса и острова града Свияжск. Благодаря инициативным и неравнодушным людям у Татарстана теперь есть настоящие жемчужные бусы из восстановленных и созданных музейных пространств. Премия правительства страны за значительный вклад в развитие культуры, за особенные творческие идеи в этом году у 12 российских проектов. Татарстанский, патронируемый Ментимиром Шаймиевым, в этом почетном числе. Премии также удостоены ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе. Здесь собрались люди, которые непрестанно творят и делают что-то для того, чтобы мы стали лучше жить, обрели духовность и быть едиными во всем. То, что вот вы увидели, оценили, огромное спасибо вам и президенту страны, и вам лично. В числе тех, кто получил премию правительства в юбилейный 15-й год с момента ее проведения, известные и уважаемые в России творцы. Режиссер-продюсер Никита Михалков и актер Владимир Машков, например, были награждены за фильм «Движение вверх». Эта работа о спорте, о патриотизме, о силе духа настолько зацепила россиян, что фильм сейчас называют прорывом российского кинематографа. Я надеюсь, что на сегодняшний день наш зритель стал реально все-таки отличать, что такое хорошо, что такое плохо. Уж мы больно много наелись, так сказать, того, что нам слили в 90-е годы, так сказать, из-за бугра, картины класса С, которые нам казались, так сказать, окошком в кислород. А там трубу ассенизацию воткнули и вылили все, что там не годится, вместе с лекарством. Поэтому я надеюсь и хочу верить в то, что мы будем постепенно, понимая наше, так сказать, значение для себя самих, мы должны заниматься собой. Собой, а вернее своей новой книгой, и дальше намерена заниматься и писательница Гузель Яхина, лауреат премии. Она поделилась с нами своими ближайшими творческими планами. Я работаю над 3-й книгой, я надеюсь, что она появится, очень надеюсь, и что скоро смогу рассказать о ней. Но она будет связана с каким-то образом с Татарстаном, как у вас предыдущая? Да, непременно. Фонду Возрождения, который основал Ментимир Шаймиев, исполнилось 10 лет. И премия правительства России – еще одно фактическое доказательство тому, что эти 10 стали целой эпохой для духовного возрождения Татарстана. Хотя главный факт этого, конечно, на виду и уже известны далеко за пределами России. Объекты культурного наследия ЮНЕСКО – Болгары и остров град Свияжск. Помочь наполнить духовные паруса многонационального народа республики – в этом видят свою миссию основатели Фонда Возрождения. Без знаний прошлого, его не оценивая, невозможно обустраивать будущее и настоящую жизнь. Почему, я вам должен сказать, успехи республики, мы этому радуемся, и они очень заметные. И не только мы сами замечаем, что нас, значит, импонирует нам, что уже в российском обществе, да, уже нас видно. Почему? Потому что есть результаты. А сколько вот мы вклад, ведь за последние 20 лет только в Татарстане, значит, 3 объекта, значит, уже в списке всемирного наследия. Еще готовится вот Казанская обсерватория. Я почему говорю, такого нигде нет. В смысле, пока в российском пространстве за этот период.
Главное, в чем уверен Ментимир Шаймиев, это то, что восстановление исторических объектов в республике происходит и дальше должно происходить всегда с учетом интересов многоконфессионального народа Татарстана. Работать надо с людьми. Это на пользу наших людей. Вот это дает, я вам скажу, сила. Дина Гзалиева, Матвей Шинкаренко, Александр Ярошов, Марат Закиров. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.